Легендарный штурмовик, позывной «Тундра», 5-я танковая. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажи немножко о себе, сам откуда? Я сам с Якутии, Обычского Улуса. Я мобилизованный. Когда мобилизовали, я сперва попал в артиллерию. Потом после артиллерии, так как у нас не было орудий, меня перевели в 5-ю танковую. А 5-я танковая я сперва был пехотинцем, на обороне сидели. После этого 3-ю роту сделали штурмовым ротой. И вот я стал штурмовиком. Сколько у тебя вообще штурмов было? Ну вот таких больших штурмов, вот последний раз этот один штурм. Ну были моменты, откатывались, накатывались. Быть штурмовиком — это работа сложная. Ну главное духом быть сильным, так как мы все люди боятся. Каждым заходом все равно ты боишься. Ну это как-то перебороть. И все равно работа. Работа есть работа, она никогда не заканчивается. Задачи есть поставленные, их надо выполнять в любых ситуациях. Ты сейчас, набравшись опыта, обучаешь ребят, как ходить на штурмы. Скажи, вот первое, что нужно обязательно знать каждому. Первое надо знать — это местность. А некоторые ребята заходят, заблуждают и так попадают в плен, и так и погибают. Поэтому надо знать местность. FPV-шки много стали, очень много. Они добивают каждого лежащего. Поэтому у каждого штурмовика должен быть вот антидроновый плащ, чтобы под броником был. И когда он даже убежал где-нибудь, нору нашел, закрылся, и чтобы его не видно было. Вот это плащ многих ребят спасло. Обязательно собственная аптечка. Много аптечек не надо. Там 3 турникета, 2 жгута и бинт один можно. И много аптечек там не надо, потому что ты не успеешь все равно все перемотать и оказать себе помощь. По поводу быка. По поводу быка, я вот всегда с собой ношу 17-18 рожков, и мимо того у меня 600-700 патронов в рюкзаке. И самые РДшки штурмовика, что должен быть в экипировке? Минимум в себе 7 гранат, 17-16 рожков и вот воды надо. Потому что ты когда заходишь, там у тебя нет возможности, чтобы предоставили тебе воду, что-нибудь покушать. И поэтому с собой всегда все носишь. Это 3 литра воды, 600-700 патронов, еще помимо этого 15 гранат в РДшку должен быть. И дымы, то, что это самое необходимое. Сколько все это весит? Я сейчас, например, до СВО весил 69 килограмм, сейчас я 50, не знаю, 55-54 вешу. И помимо того, я со всей экипировкой нашел в населенном пункте весы, там стал 110 килограмм. Почти что собственный вес, ты скажешь, даже больше фактически. Да. Но это тяжело все равно, Там у тебя еще помимо этого бывают вот такие одноразовые РШГ, там всякие разные бывают. Один раз стрельнул. Говорят, что северные ребята, да, вот с Якутии, из других там вообще да, они привыкли к охоте, жизни в тундре, в лесу. Это помогает, действительно так? Да, конечно, это помогает, потому что даже сейчас вот некоторые ребята, я делаю обряд, да, костер угощаю, некоторые ребята даже, за мной делают обряды якутского типа. Вот, например, угощают костер, там, на ветке что-нибудь повесили, как солома, да, все, и заходят. По этим верам мы заходим. И вот крайний штурм. Мы заходили в населенном пункте. Первая группа, это я, 8 человек со мной было. Первую группу зашли. Наша задача была зайти незаметно и закрепиться. Когда мы заходили, с нами рядом вражеские противники, около 6 человек, рядом с нами 30 метров шли по правой стороне.
Это были, потом узнали, это были миньоры. Потом мы зашли, все, я командир первой группы штурмовой. Пацанам говорю, что все нормально, все нормально. Доклад сделали, все, вот так, вот так, вот так. И вступили в бой. Потом, после этого мы своим друзьям тоже, минометчикам сказали наводку, они все их сделали. После этого все, нас уже заметили, уже начали ложить со всей ночью, бабаёшка прилетает, ложит. В подвале спрятались, подвал уже обрушился. Потом все убежали в блиндаж. Когда в блиндаже сидели, подъехал Брэдли. Вышли, по ним отработали, а они даже не выходили и уехали. И половину, 30 метров уехали и разулись. И там оттуда 9 человек вышли. Кто-то ранен, кто-то это. Ну, мы на это не обращали. Там, слишком это. Потом обратно зашли, сидели. И в этот момент отрабатывал танк на 15 раз прямой наводкой. И нас заживо закопало в блиндаже. А нас там 8 человек было. О чем думал тогда? Ну все уже думал, все надо. Ну, я всегда пацанам сказал, надейтесь до малейшего оказания помощи, кто-то придет. Да, потом уже все засыпало, у меня одна рука только. Когда вот прилеты, я всегда каску держал вот так и прыгнул. И когда вот так держал, он вот так засыпал. И в руку я вытащил. Одного товарища выкопал. Там уже воздуха не хватает. Уже некоторые уже задыхаются. Я говорю, ну я молился своим богам. Молился. Потом вот так вокруг себя смотрю. И там маленькую дырочку, вот так, свет видно. О, уже дали. Свет дали. Я говорю пацанам, давайте вы. И все. Когда мы уже оттуда выбрались, кто-то босиком, кто-то без брони, вообще все хватало без брони, я босиком, вот это, пацаны тоже босиком, вышли оттуда, 7 километров пробежали, своих зашли. Сколько у тебя наград? У тебя их немало. У меня сейчас 2 награды, сейчас при себе 2 медали, и сейчас еще дали приказ, что за отвагу. Что же медали? У меня медаль за боевые отличия, потом дали за военную службу мотострелковых войск. И сейчас подали на отвагу. Там у тебя Харсхал? Да, у меня здесь Харсхал. Это гуманитарка Якутии прислали вот такие, но маленькие, сухпайок, да? Вот, там было вот такие. Я перед штурмом взял вот такую одну и сказал, если оставишь меня, сам оставайся, пожалуйста. И когда в блиндаже сидели, то холодно было, потом резко жарко становилось. У меня вот это Харсхал, оберег, в кармане находился. И я китель снял и броник одел, китель положил. И когда засыпало, я все убежал. Потом сейчас думаю, оказывается, он остался. Я пока вышел. Ну резко вот так тепло стало. Когда крайний раз был на родине, в Якутии? Я в декабре был. На 14 дней дали. Отпуск. Отпуск 14 дней. И у меня ребенок родился, дочка. И за счет этого еще 15 дней продлили. Угу. О чем ты подумал? Вот у нас в декабре, минус 50 было пару раз, да, отсюда возвращаешься, выходишь с трапа самолета, и первая мысль о чем? Ну, когда домой едешь, это все равно, холод, не холод, но все равно ты уже дома, как-то перебороть можно. Оттуда ехать уже сюда, когда едешь, это уже сложно, а расставаться с домом, это сложно. Вот. Вообще скучаешь по родине? По родным? Конечно, каждый день. Как дочку называть? Адриан. Вот. И сейчас тоже стоят задачи. После этого мы выберемся. Обязательно домой, в семье.
жене, дочке. Все, мы вернемся. Чего сейчас не хватает ребятам-штурмовикам? Сейчас вот современное время, да, война не такая. Вся война сейчас состоится из FPV-дронов, ночных дронов. А когда ребята заходят, уже взяли, да, закрепили, уже наши ребята наблюдают их позиции. Кто-то идет, кто-то отходит. Все сейчас война дронов. Поэтому говорю, хорошие дроны с ночником, чтобы наших ребят жизни спасать. И скажу, вот дроны, они сейчас только дроны надо, и все. Антидроновые пушки, вот эти уже не помогают. Если у вас есть дроны, уже вокруг вас все видят и уже говорят, и ты уже будешь наготове.